Штабу исполняется 25 лет. Мы решили обойтись без пышных торжеств, без больших банкетов, а сосредоточиться на каких-то конкретных действиях, посвященных 25-летию нашей организации. Это у нас есть фильмы, посвященные 25 самым патриотичным нашим татарским исполнителям. У нас есть фильмы для писателей, для поэтов 25, мы уже их выпустили. У нас будут фильмы 25 самых надежных наших партнеров. У нас будет 25 самых больших достижений штаба, чем мы гордимся за 25-летнюю деятельность. У нас есть 25 пунктов, это наша мечта. Такое тоже есть. Мы привыкли в штабе мечтать, обсуждать свою мечту и нацеливаем на это молодежь студентов. И одним из мероприятий по 25-летию мы хотим создать в Москве 25 землячеств. Не устаем отвечать на вопрос, зачем они нужны, что они дают людям, нужно ли это делать. Когда создается общественная организация, прогнозировать результат очень сложно. Для чего, с нашей точки зрения, нужны землячества? Для консолидации, для борьбы с ассимиляцией. У нас у каждого землячества, у каждого здесь есть свои особенности. Например, нижегородские татары. Свой говор, свой диалект, свои особенности проведения свадеб, свои особенности проведения религиозных мероприятий, свой менталитет, нижегородские татары. Это основная часть татар, одни из самых музыкальных, инициативных татар в Москве. Например, взять мордовское землячество, свой говор, два мордовских языка. И мордовские татары с удовольствием между собой будут разговаривать на татарском языке. Чтобы каждое землячество знало в Москве своих депутатов, своих героев, чтобы они наладили более тесную связь со своей родиной. Есть в Москве представительство, есть уже созданная автономия. Эти организации мы создаем молодежно-студенческие. И вот на сегодняшний день мы создали в группе Telegram Нижегородская, Пензенская, Мордовская, Ульяновская, Самарская, Чувашская, Башкирская и Татарстанская. Самые активисты у нас нижегородцы, их в районе 400 человек, татарстанцы, и башкиры по 300 человек, остальные в районе 100, 70, вот такие цифры. Это молодежь, студенты, проживающие в Москве и которые в основном учатся в 20 самых больших московских вузов. Это делается для того, чтобы они жили одной семьей где-то, снимали вместе квартиры для компактного проживания. Также для более плотного общения между собой. Может быть, когда-нибудь, как мы мечтаем, каждое землячество будет проводить в Москве свой сабантуй. А возможно, каждое землячество сделает поселок Подмосковье с компактным проживанием своих земляков. Поэтому у нас планов очень много. На сегодняшний день мы уже провели по одной встрече со всеми землячествами. Нам нужно вырастить общественников, новых кадров. Вот есть в институте ребята, которые возглавляют татарские общественные организации среди студентов. Это ведь тоже школа. Они проходят школу организационную. Может быть, они в будущем будут депутатами, будет политический карьерный рост. Ведь организовывать мероприятия – это тоже очень сложно. Поэтому вот эти землячествах мы сейчас занимаемся, чтобы в каждом землячестве была инициативная группа, и чтобы они проводили свои праздники. А может быть,
они поставят памятник в Москве своему татарскому герою, своему земляку. Может быть, они собираться будут где-то, у них свое место будет там, у Пензенское землячество, Мордовское, Ульяновское, значит, Чувашское. И еще у нас был один товарищ, Ганеев Эдуард Анварович. Он член нашего, значит, офицерского собрания, 20 лет был. К сожалению, вот 3 года назад он нас покинул. Мы проводили ему здесь годовщину его смерти, 40 дней. И как-то вот эти вот Ульяновское землячество, он был глава Кулаткинского района, Эдуард Анварович. И мы, когда создаем Ульяновское землячество, мы, конечно, всегда его вспоминаем. Сколько он построил мечети у себя, сколько мадресе открыл, сколько он здесь единственный человек, который делал даже свою территорию в Коломенском на Сабантуе. Была территория Кулаткинского района. Вот мы про него рассказываем, многие люди знают его. Или взять, например, Чувашское землячество. Был у нас Гибаддинов Фарид, который был у нас и в штабе, и в гостях, и с нами общался. У него была фольклорная группа, которую он вел 20 лет. Он вырастил не одно поколение артистов, татары, проживающие в Чувашии. У них также отличается немножечко менталитет, диалект. И вот и в память об этом Фарите Гибадуллине также мы Чувашское землячество здесь создаем, конечно. Поэтому планов у нас очень много. Как все это получится? В перспективе мы создать хотим Санкт-Петербург, землячество татарское, молодежное, Оренбург, Челябинск, крымских татар, значит, таких Екатеринбург, больших городов. Также в стадии обсуждения у нас сейчас находится, мы создадим отдельное землячество православных татар. Куда нам идти татарским, значит, молодежи, которые, ну, они хотят сами проводить свои мероприятия православные, особенно во время постов православных. Это татары, которые должны также где-то собираться и проводить свои православные мероприятия. Надо отдать должное, что татарский язык у них намного лучше, и между собой кряшины и православные татары намного больше разговаривают на нашем татарском языке. Хотелось обратиться к башкирскому землячеству. Мы пока сделали и татары, проживающие в Башкирии, и башкиры в Москве. У нас с башкирами особые отношения, они были связаны у нас с Хурамшиным Талгат Закеевичем. Это герой социалистического труда, он возглавлял нефтяной завод в Уфе, вот Рахим, в частности, его ученик. Он создал в Москве клуб героев. И его тоже с нами нет, вот 2 года уже сейчас. Он его передал нам, получается, мы ведем эту деятельность. Он был зам полпредства и очень много в общественной жизни в Москве сделал для консолидации башкир, конечно. Также вот мы в память о нем будем заниматься вот этим башкирским землячеством. Это сделается, чтобы была связь с Родиной, чтобы здесь они чувствовали, ребята, студенты, как одна семья. Но, конечно, во многом это зависит от компактного проживания. Очень важный момент мы объясняем, что сейчас можно и нужно находить родителей, которые татары или башкиры или другое землячество, чтобы они находили между собой, писали коллективное письмо директору школы, и чтобы они просили татарский язык даже в общеобразовательных школах. И школа должна предоставлять им помещение и учителя татарского языка. Многие об этом не знают. Поэтому, чтобы было больше вот этого обсуждения, общения, кому нужен татарский язык в Москве, что будет с татарским языком через 20 лет, через 50 лет. Вот на эти темы мы с ними обсуждаем, разговариваем, так как это студенты, это молодежь. Все-таки мы должны понимать, что основная часть студентов, которые выехали из своих городов, регионов, основная часть остается в Москве. И они составляют будущий костяк московских татар.
Поэтому мы на них возлагаем большие надежды. Должна быть вот такая связь, дружба. Мы их нацеливаем на то, чтобы они достигли в профессиональном росте в Москве, в политическом, чтобы среди них был бизнесмены, чтобы они богатели, чтобы пробудить бизнес, и чтобы, например, создали в Москве ульяновские татары, создали детские сады. Самарские татары в Москве создали ясли детские, сеть. А может быть, пензенские татары, там есть очень сильные татары, союз предпринимателей свой, они сделали частную школу в Москве. Вот к этому мы стремимся и на это нацеливаем нашу молодежь. На встрече с этими землячествами мы их нацеливаем на благотворительность, чтобы они в будущем помогали своей родной земле, откуда они приехали, например, Пензенский, Мордовский, чтобы они не забывали свой родной край, свои родные деревни, чтобы в будущем они помогали своим землякам, так как будут проживать в Москве. Мы их нацеливаем на благотворительность. Мы очень важно считаем это духовность нашей молодежи. И вот, конечно же, землякам, студентам приятно пойти к хазряту, к своему земляку, который здесь в Москве живет. Это тоже очень важный момент. То, что коэффициент доверия у хазрятов очень большой. Вот такие у нас планы, связаны с созданием этих землячеств. Как оно будет дальше развиваться, очень сложно. Мы, конечно, будем помогать, мы им придаем начальный импульс, мы хотим среди них выявить и помогать будущим лидерам общественного движения, и очень верим, очень надеемся, что с созданием этих землячеств мы видим большое будущее в сохранении татарского языка, культуры и наших древних обычаев.